Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Какие новые возможности откроется вам в ближайшее время? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, так и спросите, какие новые возможности для меня скоро откроются. И назначьте свой срок. Я думаю, что все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, вы посмотрите, целое поле возможностей. Не забывайте, что отсыпочка у нас общая, поэтому принимайте информацию соответственно своей жизненной ситуации. Итак, мои хорошие, прежде всего здесь выходит работа. Работа, занятость, бизнес. Здесь открываются прекрасные возможности все кардинально поменять. Поменять в лучшую сторону, улучшить. Да? Если у вас есть бизнес, то бизнес ваш будет усиляться, расширяться. И, конечно же, капитал будет прирастать. Если вы работаете по найму, да, на предприятии работаете, то здесь явно идет карьерный скачок, либо увеличение заработной платы. В принципе, и то тоже очень даже и приятно. Если вы в поисках работы, то, пожалуйста, работа вам будет предоставлена. Мало того, у вас даже какой-то выбор будет. А может быть, кто-то будет и работать, и еще дополнительно как подработку иметь, либо проходить какие-то курсы по изучению чего бы то ни было, либо по повышению квалификации. Вот как совмещать, возможно, даже будете. Для тех, у кого бизнес, идет очень хорошая идея. Кстати, это не первая отсыпка, где я это вижу. Вы где-то что-то узнаете, услышите, додумаете, придумаете, да, скреативите. У вас вот именно как рождение идет. Рождение и как реализация какой-то новой идеи. Эта идея, она идет как толчок. Толчок вас вверх, то есть к развитию, к улучшению. Мало того, тут такая ситуация открывается, что вы либо меньше будете работать и больше получать, либо вам интереснее будет работать, но, соответственно, тоже вы будете гораздо больше получать. Для тех, кто будет карьерно расти, вы этого достойны, вы этого заслужили. Плюс я вижу, что вы тоже уже засиделись на своем месте, вы устали сидеть и ждать, что вам придут, будут предлагать, да, либо вас будут зазывать. Возможно, вы пойдете к своему начальнику, к высшему руководству, вы озвучите свое решение, вы озвучите свое пожелание, так и скажете, сколько можно, я сижу и кисну, я хочу расти, я хочу развиваться более как профессионал, да, делиться своими уже наработанными знаниями. Вы такой спич толкнете, ваши начальники просто обалдеют, да, насколько вы грамотный человек и насколько вы достойный человек. Как мы раньше этого не видели, как мы не замечали. Вы, кстати, будете очень собой гордиться и тем, что смелости набрались, и тем, что это решение приняли, да, заявить о своем желании. И своим красноречием вы тоже будете гордиться. Особенно кто у меня очень скромненький человек, тут вас просто понесет. И правильно, просто пришло ваше время. Если будет повышение зарплаты, но тут повышение может быть и не такое значительное, но у вас как появится еще какая-то возможность
Может быть, там за счет сверхурочных, либо действительно поменяется система оплаты труда у вас на предприятии. Если раньше вы там задерживались и вам не оплачивали, либо вы выходили в выходные дни, и тоже это было как бесплатно, то теперь вы будете получать. Причем ну, значительно. Это увеличит ваш доход. Это увеличит ваш вот расчетный лист. Вы будете смотреть и говорить, неплохо, работаем. Вы с удовольствием будете ходить на работу. Вы будете понимать, что да, я иду работаю, и да, я получаю за это действительно достойную оплату моего труда. Для тех, кто в поисках работы, здесь как минимум 2 варианта у вас идет, а может быть и даже больше будет. Вы выбираете. Вы будете выбирать, где будут лучшие условия, вы будете выбирать, где там выше зарплата, где там коллектив поинтересней, там, какая работа там тяжелая, интересная. Вот на эти критерии будете опираться. Если сейчас вы сидите, а вы какую работу дайте, да, я прям побегу на любую работу, мне лишь бы работать, то вот столько у вас предложений пойдет, что вы действительно подбираете себе идеальный, на ваш взгляд, вариант. Вот неплохо, очень неплохо. Девочки, кто в паре, в браке, у мужчины идет увеличение дохода. То же самое, знаете, либо его повысят, либо он там дополнительно что-то будет зарабатывать, подрабатывать. Бюджет ваш увеличивается. У вас будет больше денежек на жизнь, но и на удовольствие, да, будет оставаться денежка. Чем-то себя порадовать, побаловать, куда-то сходить. Возможно, появится возможность откладывать, да, там, на будущее, там, на образование детей, либо там, на хороший отпуск. Да, будете этим заниматься. В принципе, в финансовом плане мне очень нравится, как у вас тут все раскрывается. Это даже не возможность. Вот неправильно сказать, что это возможность. Наоборот, это заслуженный результат. Это награда за то, что вы и шачили, батрачили, спину гнули, да, и при этом получали какие-то, ну, слезы. Да, это даже не крохи, это просто слезы. Вот, это вам сверху дается, да, на вас так высыпают эту денежку, говорят, ну вот молодец, заслужила, заработала, действительно заработала. Поэтому, мои хорошие, тут без вариантов. Денег будет больше, и жить вы будете лучше. Это 100%. Так, здесь вот личная жизнь, причем, ну вы видите, да, у меня тут сидит мужчина и держит женщину на руках. Ой. Ну что сказать, я вас поздравляю. Найдется тот галантный кавалер, кто будет за вами ухаживать, кто действительно будет носить вас на руках. Немножко навязчивый человек, вы к этому не привыкли, особенно девочки сильные, самостоятельные, взрослые. Вы не привыкли, чтобы мужчина вот так за вами ходил, да, держался за подол вашей юбки, там, от вас, вернее, вас от всего оберегал. А тут именно такой человек идет. Но он очень милый. Я думаю, что вы быстро к этому привыкнете. Да, к хорошему человек привыкает быстро. Ну, ухаживать будет очень красиво за вами. Прям такую нежность будет проявлять, заботу. Вам будет иногда казаться, что вы, ну, не женщина, а девочка, которая балует. Да, балуют, любят, там, тискают, зацеловывают, там, подарочки, действительно ухаживают. Очень приятно вам, девочки, будет, очень приятно. Вот есть еще побочный эффект этого всего. Это отсутствие каких-то острых и ярких ощущений. Может быть, сейчас для вас это странно, то, что я говорю, но так оно и будет. Вы действительно не привыкли к таким галантным мужчинам. Вы не привыкли, чтобы за вами ухаживали. Вот если вы заухаживаете за мужчиной, да, вы к этому привыкли. Скорее всего, так и было в ваших прошлых отношениях. То есть вы для мужчины все, а он вам кубки шкрутит. Ну, приблизительно такая тема. А здесь вот все наоборот. Все наоборот. Вы даже если попробуете поухаживать за этим мужчиной, он на дыбы встанет. Скажет, ты что, милая, не-не-не-не. Я твой мужчина, все буду делать я, ты сиди, ты отдыхай, там, хочешь там интернет посмотри, там, телевизор, что хочешь. Вот что хочешь, все вот к твоим услугам. Я сейчас быстренько кабанчиком сметаюсь, там, куплю там, что надо, приготовлю, постираю, поубираю. Ну, девчонки, вот все возьмет на себя. Настолько он будет под впечатлением от вас, настолько вот он прям
душу, понимаете, перед вами свою выложит, ну вы, конечно, в шоке будете. В шоке, да, от таких ухаживаний. Если вдруг вы почувствуете, что вам не хватает перца, если вам не хватает проблем, и у вас начинает язык чесаться, да, вот, ну хочется по скандале, да, иногда хочется, вот прям пресно, уже надоела вся эта вот шелковая жизнь. Девчонки, держитесь, держитесь, сходите спортом позанимайтесь, либо, я не знаю, ну, придумайте себе игру какую-нибудь, поиграйте, там, где нужно стрелять, там, что-то ломать. Вам нужно выплескивать эту энергию. Жизнь меняется. Вот вы страдали, у вас не было достойного партнера, вы, скажем так, привыкли терпеть, да, терпеть и все на себе тащить. А тут вам возможность быть принцессой, настоящей принцессой, которую холят, лелеют, на руках носят. Ну, разве не об этом вы мечтали? Да, у всего есть побочные эффекты, но тем не менее, девочки, ну, наберитесь терпения, вы привыкнете. Привыкните, вам очень понравится. Так, всадник. Смотрите, какой всадник скачет. Прям в правую сторону. Ой, как красиво. Ну, это мужчина обещался. А мужчина обещался, мужчина возвращается. Кому-то муж возвращается, скачет, прям во весь опор. Скачет, кстати, победителем. Он идет, вернее, он возвращается победителем. С победой идет. Мужчина мог уезжать по делам, там, в командировку. Может быть, работал где-то он далеко. Вот он возвращается победителем. Он все свои дела поделал, он все там деньги, которые можно и не можно, заработал. Он идет вот прям со знаками отличия. Не пустой идет. Если работа, то денег привезет. Если какие-то дела, вернется и с подарками, и с очень хорошими новостями. Радости будет у вас полный дом. Кому-то это возлюбленный муж возвращается, кому-то сын, может быть, брат, отец, да, там, близкий родственник. Но, тем не менее, возвращение идет мужчины. С большими дарами и с большой радостью это все происходит. Так, возможность уехать. Возможность уехать, либо совершить какое-то путешествие. Смотрите, девочки, уехать, переехать, попутешествовать, совершить какую-то поездку. Вы все разные, у каждого своя ситуация, но вам открывается возможность. Для вас открываются те самые идеальные условия. Возможно, эта поездка, либо это путешествие, либо этот переезд откладывался энное количество раз. Просто вы даже и вспомнить сейчас не можете, сколько раз вы откладывали. Да, в последний момент откладывали, либо какие-то проблемы возникали, вы откладывали. Вот именно сейчас вам открывается, в то время, которое вы себе загадали, открывается возможность на идеальные условия для этой поездки. Вот действительно идеальные. Все тьфу-тьфу-тьфу, вот как по маслу идет, по маслу идет. Вы будете в шоке от того, как пройдет эта поездка. Вы почему-то себя накрутили, вы придумали себе кучу проблем, вы там думаете бумажки, документы, билеты, деньги, чего вы только не думаете. А на самом деле, как пуля пролетите, понимаете, легко. Легко пойдет. Вы так будете удивляться, вы будете рассказывать о своей поездке, и люди вам верить не будут. И будут говорить: да ты что, так не бывает, ты нас обманываешь. Мы там ехали, Господи, мы тарились, мучались, там, все нас там гоняли, там, что-то от нас требовали. Как это может быть, что ты поехала вот так легко? А именно так вы и поедете, мои хорошие. Если вы переезжаете, поверьте, переезд легкий, и место, куда вы переезжаете, просто идеальное. Идеальное для вас, идеальное для жизни, идеально для вашего будущего. Если вы путешествуете, незабываемое путешествие, море положительных эмоций, плюс еще и там знакомства будут очень хорошие, и добрые люди, и прекрасные места. Вот прям отдохнете и душой, и телом. У вас вот все, что связано с поездками, просто замечательно. Замечательно, идеально и прекрасно. Легко. Легко, с удовольствием, на одном дыхании. Так, время пришло, действительно время пришло. Вот высшие силы прям постарались. Вот путь вам расчистили от и до. Поверьте. Вот когда поедете, вы поймете, о чем я говорю. Так, следующий момент связан с каким-то делом. Очень похоже на суд, честно. Похоже на суд, на дележку, какое-то распределение.
отстаивание своих прав, либо защита своих прав. Вот все, что связано с такими вопросами, вот суды, законы, суды, законы. У вас что происходит? Долго тянулось, мучились, мытарились, плакали, страдали, переживали. Казалось, что все, конец, все пропало. Идет развязка. Развязка будет мгновенной, просто мгновенной. Вы не поймете, как это все произошло. Там либо кто-то тормозил, знаете, как специально человек мог тормозить, либо халатность свою проявлял, и из-за этого ваше дело не двигалось, либо наоборот даже могло все усугубляться. Вот этого человека, ну я не знаю, то ли его выгонят, то ли он сам уйдет. Этого человека не станет, и все, ваше дело очень быстро, легко решится. Решится ли в вашу пользу, вот этого не скажу. Но скажу, что вы выдыхаете, что вы улыбаетесь и говорите: слава Богу, все это закончилось, Боже мой, сколько вот времени это все заняло, у кого-то даже года прям прошли. Решится ваш вопрос, вижу, что вы обижены не будете, но у вас даже не идет мысли о том, что ой, мне плохо, либо я там рада, недовольна, довольна, а наоборот, что вот слава Богу, все закончилось. Вот закончится. Если дело касалось развода, но здесь очень похоже, что вы договариваетесь. Либо вы как-то полюбовно договоритесь, разведетесь, либо вы договоритесь, что вы разводиться и не будете. Просто вы договариваетесь с тем человеком, с кем, например, разводитесь. Неплохо, неплохо будет, абсолютно неплохо. Если касалось каких-то прав, восстановления прав, ну, по закону все будет, по букве закона все будет. У вас вон кантор ровно стоит, то есть ни вправо, ни влево, да, ровно. Вот как закон говорит, так у вас и будет. Все будет по закону, по букве закона, да. Именно так все и произойдет. Так. Угу. Кому-то идут начисления, либо выплаты. Начисления, выплаты. Может быть, даже наследство. Вы что-то будете получать. Но не один раз, а как несколько раз. Либо постоянно вы будете ходить там раз в месяц, да, и получать какую-то сумму. Да, деньги к вам идут. Легкие деньги. То есть вы ничего не делаете, вы ну, как не трудом их зарабатываете, а вот как вам с неба капает. Именно капает, не течет, а капает. Раз в месяц, либо там раз в неделю, да, кто-то вам будет начислять и оплачивать, выплачивать, вернее, деньги. Ну что, неплохо, очень даже и неплохо. Вы эти деньги лучше экономьте, либо на что-то собирайте. Собирайте, пусть у вас будет. Так. Какие-то птицы интересные летают туда-сюда, туда-сюда. Либо на самолете вы будете летать. Либо действительно очень хорошие новости прилетят. Смотрите, новость летит, а вы потом вслед за этой новостью улетаете. Вот у кого-то так отыграется. Но здесь медлить нельзя. Здесь как-то нужно будет очень быстро реагировать и быстро действовать. Может быть, вы ждете там билеты, либо визу вы ждете, либо какой-то документ вы ждете. Как только получаете, сразу улетайте, уезжайте, да, не ждите. Иначе потом что-то может поменяться. Причем поменяться резко в худшую сторону. Вот прям сразу вас предупредили. Так, по здоровью. Идет возможность либо какое-то очень серьезное обследование пройти, либо какое-то лечение принять, такое вот нестандартное, может быть, либо какое-то уникальное, либо попасть на прием в руки к очень хорошему доктору. У вас либо есть проблемы, либо вы переживаете, что у вас проблемы могут быть, да, может быть, какие-то ощущения не те. Вы ходите по поликлиникам, а вам там все руками разводят, говорят, все в порядке, у вас идите дальше, мучаетесь, да, либо сидите на обезболивающем. А тут видите, как вам повезет, вам очень повезет, то ли по наводке вы пойдете, то ли по чему-то приглашению. Попадете в очень хорошие руки,
вас и проверят, и диагноз правильный поставят, и полечат, да, и вас на ноги поставят. Очень хорошая ситуация. Кстати, касается либо вас, либо кого-то из ваших близких, за кого вы переживаете как за себя. Человечек у меня тут явно идет на поправку, встает на ножки, веселенький такой, да, о своих проблемках по здоровью забывает. Так, еще один очень важный момент касается вашего настроения. Вы человек очень пессимистичный, но по большей части жизни пессимистичный. Конечно, вы хотите быть оптимистом, вы к этому стремитесь, но что-то вам не дает. Какие-то внутренние блоки вам это сделать не дают. У вас идет то ли разговор какой-то задушевный, то ли, может быть, вы услышите, увидите, прочитаете. История какого-то человека вас очень глубоко тронет. И под воздействием этой истории вот вы в себе вот эти блоки, шоры и зажимы просто вот поломаете и выкинете. Я вижу, что вы становитесь активней, смелее и действительно оптимистичней. У вас появляется задор, у вас уходят какие-то страхи, комплексы уходят. И вы начинаете жить. Жить, причем полноценно. Неважно, сколько вам лет. Вам может быть 18, а может быть и 70. Но вот именно после какой-то, вот такой душещипательной истории, услышанной, прочитанной, либо, не знаю, увиденной, вы поменяетесь. Вы себе разрешите то, что раньше запрещали. Жизнь у вас как полноценная становится. Уходят эти блоки, да, уходит то, что мешало, то, что вас как к земле тянуло. Да. Вы, если раньше как ходили, еле ножки волочили, теперь вы будете прям парить, понимаете, парить. У вас очень конкретные изменения произойдут. Вы станете и посмелее, и поактивнее, и более открыты будете и в общении, и, в принципе, по жизни. И это очень замечательно. Вот именно этот прорыв, это невозможность, прорыв, позволит вам все круто в своей жизни поменять. Не благодаря чему-то, кому-то, а именно себе и своему настрою. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.